Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшняя программа «Елге Қызмет» посвящена резервистам президентского молодежного кадрового резерва. В соответствии с поручением главы государства, Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте Республики Казахстан утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения. В целом по республике по итогам прошлого года было отобрано 50 резервистов для государственного сектора. Целью данного отбора служит выявление и привлечение на государственную службу молодых талантов. Учитывая положительный опыт предыдущего отбора в кадровый резерв, руководством страны было принято решение продолжить работу по отбору уже на системной основе. От Павлодарской области в 2021 году было подано 286 заявок от кандидатов. В число лучших смогли попасть 3 кандидата. Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев, нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна. Одним из победителей президентского молодежного кадрового резерва, гость сегодняшней нашей программы, участник конкурса, руководитель управления цифровых технологий по Павлодарской области Мурзабаев Дархан Тлеубердиевич. Здравствуйте, Дархан Тлеубердиевич. Добро пожаловать на нашу программу. Добрый день. Как мы знаем, ранее вы работали в частном секторе. Расскажите, пожалуйста, немного о своей трудовой деятельности до государственной службы. У меня довольно разнообразный опыт. До государственной службы я работал в частном секторе. Начал свой карьерный путь с нефтегазового бизнеса. Я работал в компании Шлюмберже, на корабле, в основном в различных странах. Получается, занимался обработкой данных в Баренцевом море, в Норвегии, в Малайзии, в Южно-Китайском море, в Мексиканском заливе, в Соединенных Штатах. Также у меня был проект по модернизации IT-оборудования в сухом доке Гибралтара на сейсмическом корабле. Кроме того, я успел поработать в компании Amazon, крупнейшая компания в электронной коммерции в мире. Кроме того, одним из моих последних, получается, мест работы была компания Ernst & Young, которая входит в большую четверку аудиторских компаний. Я работал в консалтинге, занимался автоматизацией бизнес-процессов в крупнейших компаний в Узбекистане и в Российской Федерации. И вот сейчас я на текущий момент являюсь руководителем управления цифровых технологий по Павлодарской области. В прошлом году было создано новое управление – Управление цифровых технологий. В данном госоргане вы являетесь руководителем. Расскажите, пожалуйста, об основных функциях и задачах государственного органа. Управление цифровых технологий является администратором цифровизации Павлодарской области в регионе. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся различными задачами, связанными с IT-отраслью. В первую очередь это это получается создание и сопровождение информационных систем, как для государственных органов, так и для населения. Мы занимаемся оптимизацией, улучшением бизнес-процессов государственных органов. Соответственно, мы изучаем текущие бизнес-процессы наших управлений, наших акиматов и стараемся оптимизировать их, улучшать эффективность через внедрение решений автоматизации и цифровых решений. Кроме того, мы курируем в области вопросы связи и интернета. Дархан Тлеубердиевич, ранее вы работали в частной сфере, сейчас же на государственной службе. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие и ваши ощущения, работая в должности руководителя? В целом, считаю, что кардинальная разница работы между госслужбой и частным сектором. В частном секторе очень много мотивирующих, стимулирующих возможностей, получается, больше. Поэтому я считаю, что необходимо относиться с большим уважением к государственным служащим ввиду больших барьеров, получается, ввиду различных условий. Условия в частном бизнесе, с условиями в частном бизнесе гораздо легче и проще приходить к какому-то результату, чем на госслужбе. Соответственно, те люди, которые достигают какого-то результата на госслужбе, заслуживают большого уважения, по моему мнению. Вы являетесь резервистом президентского молодежного кадрового резерва. Что вас мотивировало участвовать в данном конкурсе?
в данном отборе? Ну, на протяжении всей своей карьеры я всегда старался, помимо своей основной деятельности, заниматься какой-то общественной деятельностью для того, чтобы расширять свое положительное влияние на развитие нашего общества. Вот приведу пример. Когда я работал в городе Усть-Каменогорск, я, помимо своей основной деятельности, я был волонтером в Американском культурном центре, где на бесплатной основе населению преподавал английский язык. Создал два клуба. Это был дебатный клуб на английском языке и клуб подготовки к экзамену IELTS. Вот таким образом, получается, с каждым своим шагом по карьерной лестнице я пытался расширить свое влияние. И вот когда мне далась такая возможность поучаствовать в президентском молодежном кадровом резерве, я с удовольствием принял участие и понял, что это один из таких сейчас пиковых моментов, когда моя основная деятельность может положительно повлиять на развитие нашего общества. Соответственно, когда мне далась такая возможность в декабре 2021 года, я вошел в состав президентского кадрового резерва, и как только удалась возможность поехать и поработать, получается, на госслужбе, я сразу согласился, причем сразу согласился поехать в регион, свой родной регион, в Павлодарскую область. Очень хорошо. В 2021 году отраслевым министерством цифрового развития принят национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки». Расскажите нам, какие мероприятия предусмотрены в рамках национального проекта и что даст нам это? Технологический рывок, данный нацпроект, он рассчитан на то, чтобы трансформировать наше государство в современное государство, использующее современные цифровые решения. В соответствии с этим сам нацпроект можно разбить на два блока. Получается, это первый блок — это цифровая трансформация, второй блок — это наука. Если мы будем говорить, вы просите рассказать об эффекте на население, на простых граждан. Если мы будем говорить о направлениях, получается 10 направлений, из них 6 направлений в цифровой трансформации, 4 направления в науке. Если мы будем говорить о направлениях, которые непосредственно влияют на население, это услуги за 5 минут, одно из направлений, где, допустим, государство создает условия, автоматизирует услуги в проактивном формате. Не просто услуги, а жизненные ситуации в проактивном формате. Что значит в проактивном формате? Это, допустим, ситуация, когда государство заранее продумывает, какая услуга вам нужна, и предоставляет информацию, как ее получить. К примеру, если у вас родился ребенок, получается, от медицинской организации поступает информация о том, что ребенок родился. Соответственно, к вам приходит СМС, которая дает информацию о том, как произвести услугу регистрации рождения. Вам остается только, получается, вы даже сами еще не обращались, государство вам заранее отправило данный СМС, вы можете, получается, предоставить всю информацию, которая необходима, и получить данную услугу, не выходя, получается, из роддома. Вот таким вот образом. Другое направление, это, допустим, связано с населением непосредственно, это связь, улучшение качества связи интернета. Так, к примеру, к 2024 году в нашей области мы планируем, что до 100% всех сельских населенных пунктов будут иметь доступ к интернету и мобильной связи. Кроме того, если переходить на блок науки, кроме того, в данном блоке еще есть слышащее государство, слышащее эффективное государство, направление. Слышащее эффективное государство вы можете любое свое обращение подать через мобильный телефон. Также стопроцентная интеграция между государственными баз данных. Это когда населению, как простому гражданину, нет необходимости, выходя из одного учреждения, переходя в другое учреждение, передавать какую-то информацию, так как вся информация будет состоять в единой интегрированной базе, и всю информацию одно учреждение может получить именно из этой базы. Если говорить о блоке науки, то в данном нацпроекте государство стремится к тому, чтобы увеличить количество квалифицированных кадров в сфере IT до 100 тысяч кадров, получается, по поручению президента. И вот, соответственно, к чему мы стремимся сейчас, какими механизмами мы это достигаем, это через распределение ваучеров для обучения населения. Получается, любой
через увеличение количества IT-школ в регионе любой простой гражданин может получить доступ к актуальным знаниям в IT-сфере через данные ваучеры до 600 тысяч тенге в год государство ежегодно выделяет. Соответственно, если любая IT-школа захочет как бы получить данное финансирование, она может это сделать через Астана Хаб, получается, выполнив все условия для того, чтобы стать резидентом Астана Хаба и поучаствовать в программе Тек-Орда. Кроме того, государство создает экосистему научную, которая должна как бы функционировать в сфере IT. Кроме того, государство создает акселерационные, инкубационные центры, такие как вот Астана Хаб, IT-хаб у нас недавно открылся на базе IT-хаб Теплица Жилыжай на базе колледжа информационных технологий в городе Павлодар. Соответственно, как бы к чему мы стремимся? Мы стремимся создать информационную среду, создать среду, цифровую среду посредством развития образования, развития бизнеса, созданием тех или иных услуг и решений для населения, чтобы населению жилось комфортно. Таким образом, как бы наше государство при реализации данного нацпроекта, наше государство двинется далеко вперед для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Да, действительно, немаловажные моменты вами были описаны. И в заключение хотелось бы услышать от вас, какие пожелания, наставления могли бы вы дать для молодежи, для подрастающего поколения нашего региона? Ну, для молодежи я хотел бы в первую очередь пожелать, чтобы каждый из них нашел свой уникальный путь. Каждая профессия, каждая специальность, каждое направление важны для нашего государства, для них самих и в целом для жизни, для функционирования жизнедеятельности всего общества. Нужно искать свою цель, работать для достижения этой цели, находить информацию. Сейчас очень много возможностей, как со стороны государства, так и со стороны негосударственных организаций, которые предоставляют различные программы для развития, для обучения, для построения карьеры и так далее. Соответственно, нужно молодежи верить в наше будущее, стремиться к построению нашего будущего и строить вместе это будущее. Дархан Туйбердиевич, благодарю вас за участие в нашей программе. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. С вами была программа «Елге Қызмет» и ее ведущий Даурен Сарбасов.